Белоруссия и Ингушетия планируют подписать соглашение. В рамках взаимовыгодного сотрудничества намечены поставки продукции местного производства в дружественную страну. Речь идет о заводе по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов, аналогов которому нет на территории СКФО, а также в Южном и Крымском федеральных округах. Магомед Ивлоев продолжит тему. Завод по производству отопительных радиаторов, построенный в Карбулаке, вышел в полную мощность. Со дня запуска прошло менее полугода, но за это время предприятие уже реализовало десятки тысяч единиц изделий. Данная отрасль в регионе совершенно новая, и, как отмечают специалисты, для них важнее всего качество выпускаемой продукции. Сегодня руководство предприятия по производству алюминиевых радиаторов уже выходит на международный рынок. Ведутся переговоры по заключению соглашения на поставку нашего местного производителя. Это не только для нашего города показатель, это показатель в целом для республики, что местный производитель выходит уже на международный рынок. Радиаторы здесь производят по итальянской технологии. Преимуществами этих конструкций являются легкость, небольшие размеры, способность выдержать высокое рабочее давление, а также максимальный уровень теплоотдачи. Все это делает местную продукцию конкурентоспособной, в том числе и среди иностранных аналогов. Завод уже сотрудничает с несколькими компаниями из разных регионов страны, а уже со следующего года АТМ будет поставлять свою продукцию в Республику Беларусь. Заказчики, представители Беларуси вышли на производителя нашего. Там сейчас уже оговариваются объемы поставок, как нам доложил руководитель предприятия, оговариваются сроки поставок. И по мере завершения проведения переговоров будут подписаны уже конкретные соглашения. Когда будут поставляться, сколько будут поставляться. Биметаллические радиаторы отличаются от алюминиевых наличием стальных внутренних элементов. Такая конструкция создает многократный запас прочности, что служит гарантом надежности изделия даже при высоком давлении в системе отопления. Здесь работают в основном это местные жители, свыше 100 человек. Будущие специалисты этого завода прошли обучение здесь же и теперь без проблем справляются со своей работой. Магомед Ивлоев, Магомед Гагиев, Дэн Тимурзиев, Вести Ингушетия.